Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В школах Туркменистана прозвенел последний звонок. В Ашхабаде продолжается выставка, посвященная Дню города. Туркменская делегация отправится в Ереван на Дни культуры Туркменистана и другие новости. Сегодня для выпускников средних общеобразовательных школ Туркменистана прозвучал последний звонок. Во всех уголках страны состоялись праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. По этому случаю президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил работников сферы образования и выпускников в церемонии последнего звонка. В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана продолжается работа международной выставки «Белый город Ашхабад». На стендах свои достижения демонстрируют ведущие отраслевые предприятия, предприниматели Туркменистана и иностранные компании, работающие в Ашхабаде. Стенды выставки демонстрируют успехи в развитии таких направлений, как строительство и архитектура, энергетика, перерабатывающая промышленность, модернизация городских сооружений, развитие культуры, туризма и спорта. С 31 мая по 2 июня 2023 года в Армении состоятся Дни культуры Туркменистана. Для участия в них в Ереван отправится представительная делегация. В рамках запланированных мероприятий выставка произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, творческие встречи, показ туркменских кинофильмов, а также совместные концерты мастеров искусств двух стран. Хакимлик города Ашхабада приступает к строительству новых объектов в жилом комплексе «Парахат-7». Здесь будут построены 23 современных девятиэтажных дома с благоустроенной прилегающей территорией, инженерными коммуникациями и дорогами, средняя общеобразовательная школа на 720 мест и парк. По заказу Хакимлика Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на строительство зданий и сооружений в жилом комплексе. На 84-м году жизни скончалась легенда рок-н-ролла, одна из ярких и культовых певиц 20 века Тина Тернер. Известно, что последние годы певица долго боролась с онкологией и почечной недостаточностью, а в 2013 году пережила инсульт. Певческая карьера Тины Тернер началась 60 лет назад. Певица 8 раз становилась обладательницей премии Грэмми и 2 раза была включена в зал славы рок-н-ролла в 1991 и 2021 годах. Музеи Казахстана будут оцифрованы. Также планируется создание 3D-туров для совершения виртуальных экскурсий. Состоявшаяся на минувшей неделе в Национальном музее Астаны «Ночь музеев» привлекла огромное количество посетителей из числа жителей и гостей столицы, в том числе и иностранных. Для повышения популярности музеев среди жителей Казахстана в них организуется продажа сувениров. Также планируется предоставлять музейные площадки для проведения аукционов, выставок декоративно-прикладного искусства и организации коворкингов. В 8-м туре чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги было забито 10 голов, показано 19 желтых и 1 красная карточек. Самая результативная встреча прошла между Шагадамом и Ашхабадом в Туркменбаши со счетом 3-2. Аркадак совершил камбэк и обыграл Алтынасыр 2-1, уступая 0-1 после первого тайма. Энергетик добился гостевой победы в дерби над Мервом 1-0, благодаря голу в добавленное время. А Капедак добыл стратегическую победу в матче с Небичи 1-0. По итогам 8 туров Аркадак набрал 21 очко, и теперь его отрыв от преследователей составляет 7 пунктов. Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов, выступающий за футбольный клуб «Китчи», признан лучшим игроком сезона в гонконгской премьер-лиге. Мингазов присоединился к «Китчи» в марте 2022 года на правах свободного агента, став первым туркменским легионером в чемпионате Гонконга по футболу. К настоящему моменту 31-летний вингер забил 17 голов в 18 матчах чемпионата Гонконга. В этом сезоне Мингазов вместе с Китчи завоевал Кубок Гонконга, стал чемпионом страны и обладателем трофея Гонконг Senior Shield. Интер оказался сильнее Фьорентины в финальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась победой миланского клуба со счетом 2-1. Интер стал обладателем Кубка Италии 2-й раз подряд. В финале прошлого тура команда в дополнительное время обыграла туринский Ювентус со счетом 4-2. В этом сезоне футболисты Интера также сохраняют шансы на победу в финале Лиги чемпионов. 10 июня команде Симоне Инзаги предстоит сыграть против Манчестер Сити в Стамбуле. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.